Значит, сахарный диабет От прабабушки. прабабушки. Подарок. Но Вот. тоже я знаю от стороны моего отца был один случай тоже. Сахарного диабета. Вот. Но не его, а именно кто-то. Да. Вот так. Теперь вот насчет цифр. Сейчас обратно идем на эту таблицу. Так, 9. Вот эта таблица, но слишком большие цифры невозможно запомнить. Плохо. Вот это я до миллиона умножил, поговорил, умножил, и их в следующей операции делать невозможно. Поэтому вот эту таблицу умножения переводим теперь вот такое. Вот это 9, 81. Тут тоже на 9 поднимаем, и глаза подняли. 8, 1. 72, 27, 18, 81, 50, это 45, 54, 36, 9 на 4, 36, вот, 9 на 7, 63. Ну и 0 вот тут на грани переводим 0,9. Это Я это не чуть-чуть поняла, но... В общем, вот тот, если кто-нибудь заинтересуется, вот так вот эти же цифры, вот помните, мы умножали, вот это 8, 3, 2, 832 умножаем на 9 будет 7488. Вот так мы складываем. Потом вот это переносим на нецифровую арифметику. Вот эту вот восьмерку переносим сюда, палочку. Вот эти две складываем. Получается вот такая штуковинка. 747. Вот этот рисунок переносим сюда. 747. Вот она. Вот одну 18. Складываем сюда. Получается вот такой радикал. 7477. Вот этот радикалчик лучше запоминается. Да, еще нет. Надо Ну потом позаниметесь. Вот идея такая, там она записана. У вас это. В общем, если кто будет заниматься вот такой нецифровой арифметикой, вот, движением глаза, вот мы сделали таблицу, все это мы прошли. Вот. Короче, вот это вращение, вот называем вращение этих кварк-антикварных пар. Вот под это дело все и подносим. Вот именно это хотите развивать. Ага, вот да, вот это. А, вот, да, это хорошо видно. Вот они вращаются, как с угла в угол, и с грани на грань, вот это абсолютная симметрия. Но вот это вращение оказывается вот подчет это. И вот это если поднять и повернуть на 180 градусов, вот это 1, 2, 3, встанут сюда и сделать такие шарички с середине иголки, с края дробинка, грузик, и ничего не будет меняться. Так вот, вот это оказывается и это и есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот это только сферическое вращение. В сумму, вот каждая энциклопедия имеется, в каждой книге. И вот эти суммы дают равновесную систему. Со всех сторон она одинаковый вес. Поэтому система живет, вращается и живет. Да. Вот эта сфера, один треугольник, четверка сюда, пятерка туда, шестерка сюда, хотя как бы диагональ, но треугольник. И 7, 8, 9. Вот эти три треугольника чисел создали Вселенную. 2500 лет назад, так говорит Платон. Вот это вращение кварк-антикварных пар, сакаты, ур-частицы, изначальная частица, первая частица. Вот такая. И так устроены и электроны, и ядерное строение, и узлы рыболовецкой сети эфира. А какая реакция, вот когда вы это показываете ученые физики, и как они реагируют? Ну да никак. Это их как бы чужой У них, метод, да? у них математика есть, считать умеют, все. А вот с этой таблицы, как они реагируют? Вот, а инженеры, вот там, где я учился в институте, сделали, вот стал один профессор соавтором, и сделали мы конференцию там. Вот. И вот эта система, вот, переводим еще таблицу умножаем до 100, умножаем на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот это
таблицу умножения дальше до 1000. Вот это. И получается вот такой квантовый компьютер. И потом вот это теперь переносим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Умножаем на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот эти 9 строк и 9 столбцов дают по 225 сумм. Все одинаковые. Потом вот эта таблица умножения до 100, составленная по алгоритму магического квадрата, еще раз умножаем на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот эти 27 строк и 27 столбцов все дают 3370. Все разные цифры. Вот это и есть Святой Дух. И вот электрон, вращаясь, считываясь, вот это и есть растр сновидений. Но для настоящего растра ядерном устройстве вот это еще раз надо умножить на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Она нигде не вмещается, поэтому вот на этом только работаем. Тогда получается 81 строк и 81 столбцов. Все они дают одинаковую сумму – 50 625. Вы уже нарисовали вот такую? Ну, так-то считать не считали. Вот. И вот она вот дает вот растр сновидения. Вот в этом электрон вращает, все это считывает. Чтобы это все считать, ядро атома, если будем увеличивать до размера футбольного мяча, электрон, соединенный в узле эфира, будет удаляться на сотни километров, чтобы успевать считывать состояние всех этих антикварных пар. И мы видим сон именно в пятом состоянии. Из этого растра. Это кадр. При одном вращении электрона один кадр. И эти состояния переносятся, вот электрон вращается, и в эфире, в этом эфире, здесь все эти девятки записываются здесь, вот этих эфирных узлах. И вот этот один кадр сделал, переносится на другой, второй кадр, третий, четвертый кадр. Вот так. Каждый оборот, каждый спиральчик. Когда мы что-то вспоминаем, в детстве, например, играем, мать кричит: ребята, идите домой кушать. Вот все это вот видно, мы уходим на 40 лет и там находим эту спираль. Так же, как дети, любой ребенок в интернете находит любой фильм, также находим эту спираль и видим это. А как вы объясняете, что когда человек устареет, он возвращает как бы в детство, он недавний момент забывает, а забывает только те, которые давно-давно-давно? Ну, это разные формы заболеваний, возможно, некорректная работа системы, но это тоже доказывает, что аналитики вот этих записей. Вот перед смертью Наталья Павловна Бехтерева на последнем Всемирном конгрессе говорила, что 50 лет она почти исследует голову человека и там не находит ни ума, ни памяти. То есть в человеческом голове нету ни ума, ни памяти. Вот когда-то кого-то вспоминаете, видите, вы не в голове записанное смотрите, а через этот интернет заходите, самого человека смотрите. Или когда видите сны, или воспоминания какие-то, сюжеты вспоминаете, вы обращаетесь на ту запись, как по интернету находите раннюю запись. Атомно-эфирной записи и воспроизведения, механизм это работает. Вот как вы называете атом эфира, она соединяет всех. Да, они все мы соединены, и каждом в этом эфире и букашки нарисованы, и нарисовано, как мы будем расти, люди, как будем расти. Само по себе ничего все не написано для вас. Все написано. Вот, например, ДНК вот разорвали, говорю, вот откуда ни возьмись, возникает транспортный РНК, и он подлетает, находит аминокислоту, и за сотые доли секунды находит и безошибочно ставит на его место, потом исчезает.
Потом на противоположной стороне тоже так транспортный РНК находит, ставит, и получается так разорванную часть собирается из аминокислоты, и получается вместо одной две спирали, и потом ядра делятся также, и клетки делятся. Вот таким образом мы растем. Но значит, у нас нет свободы выбрать свою... Ну вот в поведенческом начале есть свобода, конечно. А вот телесный рост, ну, можете заниматься физкультурой, мышцы побольше будут, там то все. Есть, но все это записано. Но даже насчет свободы выборов, ну, так же, как мы растем, так же и программирован процесс старения. Вот что-то где-то мышцы, они не сами по себе сморщиваются, они вот сгибаемся, все это обратный процесс старения, все это тоже записано. Это процесс омоложения, это ну, чуть-чуть что-то там поправляет, может быть. Но природа все равно свое берет. Таким образом, все здесь расписано. Вот я говорю, вот ДНК, вот аминокислоты. Вот когда одинокий атом, вот я рассказал, бабушки берут, потому что они симметрично вращаются. А когда два атома соединяются в молекулу, уже не двигается. Вот это только что соединенные умные атомы, они соединяются в тот момент, когда нужно соединяться. Все программировано. Они соединились, аминокислота получилась, она не может двигаться, его вот транспортная РНК берет, ставит на свое место и исчезает. А вы сам сказали, что иногда компьютер баг вообще не работает как надо. Значит, эти моменты, они как бы свободные моменты. Ну вот в эти моменты, когда компьютер плохо работает, начинают происходить болезни. И вот когда вот перезагружать, так же как вот застревает компьютер, допустим, завис, говорим, зависает, его вот выключаем, заново включаем, примерно такой же процесс похожий происходит, когда кидаем в огонь. При высокой температуре начинает процесс восстановления работы компьютера. Вот поэтому в огонь, спиртовкой пользуются вот маги и экстрасенсы, когда лечат людей. Вот. Для вас есть момент, когда этот шарик, который как бы наша душа, да, она может еще раз жить в человеке. Но вот этот процесс тоже вот у нас описано. Вот, например, вот 48. Вот, например, у нас расписано, вот, абсолютно однозначно вот все атомы расписаны, это главные наши рудиментарные, например, говорим. Вот это я уже говорил, вот эти 9 атомов вокруг солнечного сплетения, они вот их некорректная работа вызывает самые различные вот, трудно излечимые заболевания. Системная красная волчанка, болезнь Бехтерова, диабет и так далее, астму, кислород, если плохо работает, астма. Это самые-самые экзотические заболевания, комбинации некорректной работы этих 9 атомов. Вот они вокруг солнечного сплетения командуют, эти внешние главное управление называем. Вот эти 9 атомов, они с кончиках крылья идут, вот этот вот неон, натрий, магний, алюминий, клин, фосфор, сера, хлор, аргон, вот на лопаточной части крыла. Крылья имеются, видны, художники рисуют они третьим глазом. Они управляют нашими легкими, и правыми, и левыми. А левое крыло управляет сердцем, это калий, кальций, скандий, титан, ванадий, хром, марганец, железо, кобальт. Вот эти все 9 атомов каждый предназначен для внешнего главного управления сердечной деятельностью. Тогда, если человек хочет улучшить, вот, например, не знаю, вот, свою крылу, я не так говорю, он должен взять эти элементы в себя, пить? Не Или пить, это вообще ничего общего не имеет? Лучше вот это пить, это значит химическим образом, значит лекарства пить, но там они сопутствующие там всегда делают химические элементы. Ну, лучше всего найти самого атома и перевести в нулевое состояние. Выучить наизусть и повторить. Далай-лама 108 раз молится.
Вот, колокола бьют 108 раз. Китайский Новый год, японский Новый год. Вот 108 атомов. 108 богам молится каждый день Далай-лама, например. Но некоторые наши заучивают 70 лет, далеко не заучивают наизусть, говорят, помогает. Но каждый раз обращаются как бы к Богу, помогите, там, может, помогает. Ну, в общем, потом, значит, вот это хвост наш, тоже она имеется, он продолжение спинного мозга, она внутренностями командует. Значит, вот этот никель-мецин, галлий-германий, мушьяк, селен, бром, криптон. Вот этот хвост, она имеет 1,5 раза длиннее, чем наша высота. Ну, довольно толстый хвост у нас, если был бы видим, мы вот так вот носили хвост. Длинно, да? Да, и его надо было там мыть, там, замерзать будет, одевать на чехол, что-то надо придумывать там. А он сделал создатель невидимым. Но он есть. И эти атомы управляют внутренностями. Потом тимус, это при 12-летии, при наступлении пубертационного периода, она стесает, высыхает как бы постепенно. Вот это значит рубидий, вот она, как галстук, рубидий, стронций, и три цирконий, необий, посмотрите, это узел как бы галстука. Потом молибден, техниций, рутине, водий. Вот эти 9 атомов, это центральная, главная железа, тимус. Она дыхательной системой, энергию прибавляет. Вот, очень часто мы пользуемся ею. В спорте энергию ребятам даем и так далее. Ну и потом фаллическое вот образование. У нас огромный фаллос, 2 раза больше, чем эрегированный, вот такая длинная, вот такой прямоугольник. И он, вот, палладий серебро, кадмий, индий, волосерма, телур, йод-ксенон, это мочеполовую систему командует. И женский клитор тоже, как мужской эрегированный орган, она вот так сидит. Вот. Тут тоже палладий серебро, кадмий, индий, волосерма, телур, йод-ксенон. Эти всю мочеполовую функцию они управляют. Потом, значит, вот это тут левая нога, потом, значит, правая нога, вот она, правая нога, тут кончается. Потом, значит, 9 атомов, значит, 9 атомов чакр, потом 10-й, значит, 10-я девятка, 9 атомов управления аурой, ну и потом, значит, 11-й нимб. Строго по девятке идут. Вот эта девятиричность нарушается только на аппендиксе. В аппендиксе, значит, живут 9 атомов после атома урана, трансураноиды. Они такие же надежные, как и уран, но, например, атом урана здесь, потом, значит, аппендиксы после урана идут, значит, Нептуний, Плутоний, Америсий, Берий, Калифорния, Эйнштейн, Ферми, Менделеевым кончается. Вот 9 атомов идут последовательно, вот аппендиксы. Это заместители нашего урана. Это контора, офис заместителей урана. А где это? Это аппендиксы. А, аппендикс, вот здесь, да? У якута называют это предельно больших начальников места. Мурдах называется. Да, знаю, да. Это контора передельно больших начальников. Да? А у нас вот. забирают его. Да, его они совершенно некомфортабельно работать начинают, когда вырезают. Нету конторы. А американцы недавно тоже вот открытие сделали за то, что вот они измерили кровь, красные кровяные, то есть белые кровяные тельца идут спокойно в кровеносные сосуды аппендикса. Как только выходит из кровеносного сосуда аппендикса, тут же становятся, наблюдают активными к съеданию микробов. То есть они говорят, американцы говорят, что в аппендиксе лейкоциты проходят научение к съеданию микробов. Но кто учит, да? Не говорят. Да. Но вот эти 9 начальников трансураноидов, ну, видимо, кто-то из них занимается этой педагогической деятельностью. У меня вопрос такой. Моего брат заболел очень сильно, у него был инсульт и половина, как сколько правило, лет?
ему 53 сейчас. Это был год назад. Он лежал в больнице год, сейчас у него парализован левую сторону. Но вот разработают все, вы знаете, что с наукой вообще, и он может стоит, но это вообще не работает. Это, да, чуть-чуть работает, но он не чувствует его хорошо. Ощущение левую сторону он не принимает, просто он видит, но не принимает, как бы вот здесь. Не видно, не понимает, что есть со стороны. Постепенно он улучшается, но все равно вот это не работает. И тоже у него, ну, я видела по фото, по сканеру, большой часть его мозг, правый мозг уже как бы изгорел. И он не может концентрировать как лучше, как раньше. Он был очень-очень хороший зубной врач. Он лечил много людей, он очень умеет лечить людей. Сколько лет сказали? С 53. И я мне очень хочется, чтобы он улучшился, естественное состояние. Он не может выдержать свои эмоции. Он о него никогда не думал. Он святой человек для меня просто. Он всегда о других думал. Я знаю, что я всегда знала, что одна из причин его болезни, это что когда ему 18 лет было, у него была авария в машине, они попали с другом на аварию, его друг парализован был целым, и несколько лет потом умер. Он каждый день его посетил, каждый день. Но он носил он был за рулем, это была не его вина, но все равно. И он носит это... Ну давайте я об этом позже. Ну, в общем, вот, значит, аппендикс, и после этого оставшиеся 7 атомов, здесь, значит, тут, значит, протактиний уран сам. После этого 9 атомов, 9 номеров атомов по 101 по Менделеевой находятся, значит, здесь в аппендиксе. Да. Потом оставшиеся 7 атомов, отсюда начинается вот, Нобелей, потом Лоуренций, Резерфорди, Дуги, Сиборги, Бори, Хасси, Мехнерия нету, Хассием кончается. Вот эта старая таблица тут нарисована, вот это ошибочная 109. 109 быть не может атома, 108 только. То, что делают новые атомы, просто деньги жующие ученые. О, тоже Путин приезжал у нас там атомщикам. Дай нам 40 миллиардов рублей, мы тебе еще 5 атомов сделаем. Ничего подобного. Просто это техническое колдование делают. На доли секунды, тысячную долю секунды появляется и исчезает тут же. Но все равно, как золото, как серебро хотят внести в таблицу умножения. То есть таблицу Менделеева. Меднери тоже насильственно вот эти. Американцы тоже хотят денег, якобы создают атом. И все это дело, вот, например, космонавтикой можно, вот, бураном заменить можно, космонавтов, людей вообще, это преступление, подвергать людей такой опасности. Вот, на пороховую почву сжигают, все не взорвется, жив человек, взорвется все, как вот это Челленджер, весь разорвался, вот это. Это все за деньги, ничего этого не надо. Все это можно вот сидя, все это исследовать можно. И там что происходит в Марсе и вообще в других вселенных. У нас 108 вселенных. Это все чепуха. Это все издержки, все за деньги войны делают, все за деньги делают все эти комбинации всяких катастрофические, рыночные. Свистопляски создают специально, что деньги за деньги все. Ну да, наши так сделаны. Ну, у нас тоже вот компьютер, интернет вот делают самое-самое современное достижение, но тормозят, замедляют специально. Деньги заплатишь, быстрее работает. Нарочно тормозят. Ну, как будто в воде наливают яду. И потом, если деньги заплатишь, меньше будем яду наливать. Примерно так же.
наружно прекрасно работающая система тормозят, чтобы деньги заплатишь, тормоз отпускай. Быстрее начинает интернет работать. И это все совсем некорректные действия. Вот рынок он не должен все так управлять. Должен, вот мы же выступаем вот как раз это. Тут наша программа о том, что вот все зависит, вот даже экономические состояния зависят от Мария новым это девятки, логика девятых, исследование космологической зависимости экономических состояний стран. То есть управление мировой экономикой по науке должна пойти. А как вы думаете, вот это деревня, вот это место, городок, там все равно надо строить что-нибудь, надо иметь оборудование, чтобы изучать? Всё равно. Ну, особо там оборудование, и там, конечно,